Кыргызская элита. Спецназ средневековья. Тактика: рейды ночью, удар и исчезли. Думаете, это изобретение 20 века? Нет. За 1000 лет до десантников енисейские кыргызы создали армию, которая проходила 100 километров в день, атаковала из ниоткуда и уничтожила целую империю за несколько суток. Это был настоящий средневековый блицкриг. Их называли летучими отрядами. Это были элитные отряды Кагана, его личный резерв. У каждого бойца было по 2-3 запасные лошади. Они не останавливались на ночлег, меняли коней на скаку и продолжали путь. Эти всадники были быстрее любой армии своего времени. Их оружие – мощный составной лук, пробивающий доспехи на расстоянии в 300 метров. Они работали как призраки. Ночной налет на штаб, ликвидация командиров, и к рассвету отряд растворялся в тумане. Враги сходили с ума от страха. Им казалось, что кыргызов тысячи. На самом деле их могло быть всего несколько десятков. Они использовали горы как щит, заманивая тяжелую кавалерию в ловушки ущелий, где численность врага становилась его главной слабостью. 840 год. Невероятный марш-бросок через Саяны. Уйгурская империя, огромная, богатая, уверенная в себе, просто не успела проснуться. Летучие отряды кыргызов ворвались в столицу Орду-Балык так быстро, что это назвали средневековым блицкригом. Огромный уйгурский каганат пал за считанные дни. Наступила эпоха кыргызского великодержавия.